Всем доброе утро. Сегодня 12-й день татарстанской кругосветки. Я ночевал. Смотрите. Прямо самые главные достопримечательности этого городища. Река Тойма. Дым с Нижнекамского завода. И сейчас собираюсь уже в время 6:20. Надо по-быстрому сегодня все сделать. Немного елабуги, не то, что на картинках. Кама, продукты. Итак, вот преддверие исторической части Елабуги. Тут стоит памятник Ивану Ивановичу Шишкину. За ним Александровский сад находится. А сейчас спускаюсь к Шишкинским прудам. Такие дела. Вот он художник известный, поставили его во весь рост. Да, площадка, конечно, побольше, можно было поставить палатку и здесь. Вот там мост через Тойму. И вид тут, конечно, завораживающий на все соборы. Да, вот по сути это все территория Шишкинские пруды. Можно объехать. Ну вот как-то так выглядят Шишкинские пруды. Один пруд, там вот дальше второй я поеду. И по лестнице я, конечно, подниматься не буду, наверное. А поеду обратно. Да, вот открывается вид на Спасский собор. Это основное религиозное, скажем так, сооружение православное в Елабуге. Мы видим колокольню, да, четырехуровневую. Сам храм пятиглавый получается. Белая и зеленая крыша, да. До этого везде, вот где проезжал, белый и синий цвета, здесь зеленый используется. Может быть, это признак такого, может, купеческого города. Ну, великая колокольня, великая, высокая, я имею в виду. И вот там вот уже по улице Шишкина начинаются вот эти купеческие дома, двухэтажные, застройка старинная. Все сохранилось. А я потихоньку прогуливаюсь. Смотрю старинные дома. Пиццерия. Вон собаки тут, а. А вот свой парк Победы у них. Площадь памяти ее назвали. Вот она, аллея памяти героев Советского Союза. Галерея редких коллекций. Угу. Вот я еду по одной из достопримечательных мест, по набережной, дом-музей Шишкина. Памятник живой архитектуры 19 столетия. В этом доме провел свое детство и юность уроженец города Елабуги, знаменитый русский художник Иван Иванович Шишкин. И вот непосредственно музей с 9 часов открывается. Ну, я здесь был, что скажу. Да, там полностью все воссоздано, все залы, все сохранилось, рассказывается, где, как говорится, чем он занимался. То есть действительно уникальное место. И рассказывается о благодеяниях, по-моему, его отца, который водопровод в Елабуге провел. Это был, по-моему, единственный водопровод вообще не в центральной, скажем так, России на тот момент. Да, тут очень много памятных табличек. Все увековечено. А вот, да, Спасский собор. Здесь же Спасская ярмарка проходит. Одна из самых вообще крупнейших. Да.
Тут тоже сохранились кованые двери, старинные ставни, все это есть. Да, колокольня здесь, наверное, с 9-этажное здание, если не больше. Спасский собор. Элементы классицизма 100%, соответственно, эпоха середины 19 века. Ну, конечно, вот эти вот окна, они впечатляют. Огромные, просвечивается все, как галерея прям. Да, туда бы забраться на верхотуру, посмотреть, вся Елабуга, наверное, открывается. Так, объект культурного наследия республиканского значения, один из крупнейших соборов Прикамья. В плане имеет вид корабля. Угу. В середине 17 века здесь располагалась деревянная церковь, выстроенная в честь иконы Спаса Нерукотворного. Ныне действует кафедральный Спасский собор в стиле провинциального русского классицизма. Ну да, я же говорю, классицизм, ну правда, провинциальный русский. Начал возводиться в 1811, закончен в 1864 году. Первый корпус для собора, собственно, отливал Василий Шишкин, дед художника Ивана Ивановича Шишкина. В росписи храма участвовали знаменитые художники братья Василий и Петр Верещагины, Карл Гун, Иван Осокин, Федор Бруни. Да. Да, вид корабля явно. Похоже так на Титаник. Масштаб, в общем, удивляет. Реально высокий очень собор. Ну, нуждается в реконструкции, потому что, ну, отсыпается все он местами. Конечно, не полностью все в упадок пришло, но следить за ним надо. Далее вот часовня. Часовня святого благоверного великого князя Александра Невского. Да, мне кажется, она постарше будет. Построена на средства купца Гербасова. Вот уже третий купец, который здесь, как говорится, внес лепту в строительство такого прекрасного города. Началась утренняя молитва, литургия, как еще она называется. Ух ты. Да, конечно, впечатлил собой. Внутри особенно вот эти своды, старинные иконопись сохранилась. Так что будете в Елабуге, не пропускайте, заходите. Да, вот тут Екатерине II даже бюст установили. Сквер, по-моему, Екатерина называется, если я не ошибаюсь.
А вот это, насколько знаю, здание пассажа, то есть здесь торговля шла. Снова выезжаю на набережную улицу. Да, здесь вот везде вся постройка такая. Старинная. Одно-двухэтажные дома. Главный дом, ворота, усадьба Стахеевых. Дальше вот музей до и после 1917 года. Образцовый жилой дом первой половины 19 века. Да, в таком доме я бы сейчас хотел жить. Большая Покровская 5. Едем далее. Короленко Владимир Галактионович. Здесь здание уездного. Чего там? Еще один музей. Музеев с десяток точно. Музей памяти Великой Отечественной войны. Улица Гасара. Лавка ремесел. Тоже здесь музей. Интерактивы показывают, насколько я знаю. Здесь недалеко информационный центр Елабуги. Красивый домик, конечно. Дети вышли на прогулку. Дюймовочка. Детский сад номер 1. Названия, да, такие придумывают. А вот площадь, да, центральная, можно сказать. Так, поехали по Казанской. Так. Так, памятник Городичему. Аптеки. Лозомастер, Восточный рай. Выставочный зал. Дом жилой 1860-х годов. Продуктовая лавка, салаты, выпечки, кофе. Дом этот пожертвован уездному и женскому училищам елабужским потомственным и почетным гражданином первой гильдии купцом Капитоном Яковлевичем Ушковым. Комплекс Екатерининской прогимназии. Главный дом с домовой церкви. Объект культурного наследия, построен на средства елабужского купца первой гильдии Капитона Ушкова и затем пожертвован городу для размещения в нем уездного женского училища. А это вот дворник. Как раньше они выглядели, старые русские. Середина 19 века. Хлебник. Дворник, хлебник. Говорят, есть чак-чак свой. Магазин Алсу где-то здесь должен быть. Все с 10. Камелот ресторан. А, вот магазин Алсу открыт. Как прикольно, ставни открыты, продукты. Здесь все в старинном стиле.
Марины Цветаевой, место, где она покончила, по-моему, с собой. Подразделение Елабужского музея. В этом доме в августе 41-го проживала свои последние дни великий поэт Марина Цветаева. В 2005 году дом был выкуплен у частных собственников для передачи в музей. Ну, такое место. Немножко жутковатое, потому что человек практически умер. Здесь чувствуется ее дух. Все из дерева. Конечно, там все перестроили, восстановили, но вот в этом доме с 21 по 31 августа 41 жила русский поэт Марина Цветаева. У нее очень сложный год и период был. Не выдержала, в общем, она этой ссылки. И, как говорится, ушла на тот свет. Да, вот здесь такое кафе, не кафе, Серебряный век. Вряд ли оно открыто. Ну, понятно, поэты Серебряного века, это тема. Бюст Марины Цветаевой. Вот он представлен. И впереди Покровский собор. Вот. Так. Покровский собор. Здесь тоже идет литургия. Но туда заходить не буду. Надо уже выезжать. Время 8:36. Да, одна потребность не была удовлетворена. Это потребность в еде. Ну, я думаю, сейчас на выезде, на трассе что-нибудь да где-нибудь будет. Все, 25 километров до Менделеевска. Ты должен быстро проехать. Да, кстати, здесь на кладбище Покровском, она, по-моему, тоже называется, могила Цветаевой находится. Ну, точнее, она, да, была здесь похоронена, но могила в условном месте, потому что никто не знает, где ее захоронили. Точно. Да, вот сейчас поворот, на улице Габдулы такая. Мусульманская часть начинается в Елабуге. Сейчас вот тут показывают, что халяль-кафе какой-то есть на выезде, скорее всего. Попробую туда заехать. В пятерочку не буду заезжать. По еде у меня хоть и пусто, буду в кафе питаться. Вот он выезд. У меня, блин, опять собака чуть не напала. Только вот в Елабуге почему собаки на меня прыгают. Странная вещь. Пока, Елабуга. До новых встреч. Сейчас заеду, хоть чайка попью, что ли. Магазин есть. Значит, и оно есть. Топливо. Калории. Без энергии никуда. Сейчас полчаса поеду и буду стоять. В Елабуге не нашел ничего поесть. Вот мы снова и на трассе. Теперь можно с спокойной совестью ехать дальше. Покушав вкусного сэндвича. Правда, дорого здесь на Татнефти. Ну куда деваться, как говорится. How are you? Счастливой пути! Елабуга!
небольшой подъемец. Здесь где-то Нижний Кама будет парк национальный. Ресторан «Икра». Правда, в Челнах. Чтобы покушать елабуги, надо съездить в Челны. Походу участок все-таки национального парка или около него я где-то здесь хожу. Леса. Пошел спуск немного. На Челны все гонят. Немного поменяли дорогу. Сейчас развязочка. Какой сегодня ветер? Будет ли он мне сейчас мешать? Интересно. Развязку проехал. Елабуга, надпись «Национальный парк Нижняя Кама». Чувствовал я его. Спуск идет. Спуск, красота. До поворота на Менделеевск 3,6 километра, там кольцо будет. Небольшой подъем, но устал я уже. 14 километров до Менделеевска. Вот оно кольцо. Фух, наконец. Все. Сейчас путь должен начаться. Дождя так нам не надо. Пока что. Тут обочины почти нет. Но сейчас расширится. Вот блин, вот как тут ехать? Такие командисты. Обочина вообще нулевая. Мои любимые запахи. Запах сосны томленной, я бы назвал это. Сейчас будет подъем. И вот железнодорожная переправа. Хэммитегс. Братва, я в Менделеевске. Добрался сюда мигом с Елабуги. Вот такая дорога, обочина, блин, буквально сантиметров 15-20, все. Ну ничего. Это город назван в честь Дмитрия Ивановича Менделеева. Он здесь жил, насколько я знаю. А тут-то, наверное, смотреть нечего. Вот дома. Вот железная дорога, кстати. Пока ничего интересного. Мечеть вон вижу. Менделеевск. Невысокий городок. Аллея славы, прогулочные улочки, кинотеатр «Юность».
С обновлением. Итак, акрыс взят. Сейчас буду осматривать. Благодаря железной дороге. Вот такие бюсты в Агрызе. Это бюст Азина. А вот немного Парка Победы. Тут тоже огонь светится. Военная техника стоит на заднем фоне. Вот, в принципе, и все. И такие вот скамеечки. Ижбобия достаточно крупный мусульманский центр, село 1640 года. Здесь он был признан таким именно мусульманским центром в этой части. Что, похоже, история у всех деревень 1640 года вдоль реки Иж района. Всего 218 человек, мечеть есть, полеводство, скотоводство молочное. В общем, классика. Ничего здесь пестрого нет. А вот следующий населенный пункт называется Мор-2. Да, ошибочное название. Происходит оно не от мордвы народности, а мордыба это этноним какой-то, имя, скорее всего, татарское. Так что татарская деревня 17 века. Здесь и школа была, и завод стекольный, и целая купеческая династия принадлежала на сначала Яушевым, потом Тевкелевым. Ну, то есть такое место значимое достаточно. Близко к Терсе находится, вот 3 километра отсюда.